10 июля. Готовы? Все, поехали. Выезжаем из Йошкар-Олы. Такая дорога интересная. Чебоксары. Прямо на... Мы северные люди. Чувашская республика. Какие тут развязочки. Все в одном стиле, только цвет разный. У нас уже истерический смех. В такой ситуации мы еще не были. М7 вся стоит. 40 километров в час. Мы съехали с М7. Вид красивый. Там тоже терминалы не работают. Лукойл. 35,5 километров. Перед нами едут новые машины. Доброе утро. Ужас. Параллельно с трассой М7. Не там досвернули. 821 километр проехали. 10 690. Всем доброе, прекрасное июльское утро. Сегодня 11 июля. Мы в Москве. Едем сейчас на метро к Илье в гости. Посмотрим, как он там устроился, как он живет. Вот. Так, дождались автобус. И сейчас поедем. Вот он, автобус 321 приехал. Автовокзал Щелково. Мы сейчас идем на метро. Что хочу сказать. В такую ситуацию неловкую мы попали в автобусе. Там, оказывается, правило, на каждого пассажира должна быть одна карточка, расплачиваться за проезд. То есть одной карточкой, вот мы втроем идем, на каждого. Через 2 минуты, через 3 там вообще нельзя оплачивать. То есть должен быть... Это ужас какой-то ужас. Так мы там на этом автобусе, кондуктор же встала, автобус не пошел и сказал: так, оплачивайте или выходите. Хорошо, у Ани была своя карточка, у меня своя карточка. Мы Вове все... Анина еще не прошла карточка. А я тоже не прошла. А как мы поехали? Я оплатил, у меня Тинькофф прошел один раз. И прошел Газпром Мир не прошел. Газпром Платина прошел, до второй была оплата. Все, у меня больше как бы, на Альфе у меня денег нет. И она говорит, еще один проезд. Я такой, давайте езжайте, сейчас я возьму карту. Я пошел, что-то и, в общем, я не стал платить за третью. Потом он говорит, молодой человек, подходите платить. Я такой, ладно, подхожу и оплачиваю не у нее за стойкой, а посередине. И у меня списалось, везде было 64 рубля, а там списалось 54. Она такая, вы оплатили на выход. Твою мать. Там что, там же не написано выход, понимаешь? Там такой же терминал стоит. Короче, дебильные правила. Я не знаю, на этих автобусах. Но это именно 321 автобус. Так мы оплатили или нет за нас? За одного человека на 10 рублей меньше. Дурдом. Вот так вот. Перенервничали, только ступили на московскую землю. Это дурацкие правила. Нет, никто не перенервничал. Просто такие правила дурацкие, ей-богу. Да. Так что будьте внимательны, готовьте карточки на каждого, но они могут не работать. Да. Моя не работает, не сработала, и Аня не сработала. У меня Газпромбанк, у Ани Тинькофф, да? ВТБ. У Ани ВТБ. Ужас. Мы в метро. Касса. Сейчас будем платить обычной зарплатной картой, да? Да. Давай. Что? Авторизация. Ой, мамочки, как страшно. О, папа. Господи, хоть тут повезло. Опять даже мужчина, думаю, где что ли? А здесь нормально, все, Тинькофф без проблем. Видишь, там женщина сказала, что это именно в этом, в 321 автобусе. Такая. Ой, это станция Щелковская. Ну да, там... У меня мысль,
вышли на станцию Курская. Папа у нас Вова проводник. Ну, они тут проблемы. Стельки сами выпрыгивают. Стельки сами выпрыгивают. Почему? Надо у стелек спросить. Это у тебя постоянно они так вылазят, что ли? Да. Опа. Так, идем за папой. Следующая станция Сретенский бульвар. Даже Для мечта вашей есть. безопасности держитесь за поручень. Петровская, Разумовская. Это Илюшина станция. Ой, какая она глубокая. Вопрос, а где люди? Мы точно в Москве? Вы такое видели? Выходим из метро. И вот лишь общежитие, вот оно. В минуте. Сообщаем, что мы приехали. О, Илья оделся на работу. Скорее всего. А как мы разошлись? Студенческое общежитие номер 10. Да, он все время Сережа. Так, а мы нажали, мы не нажали. На какой этаж мы поднимаемся? 9. На 9. Геймер. Сейчас. Слушай, ну он конкретно там спит. А, спит? Ну сейчас вы увидите флору. Не знаю. Направо. Так, свежу. О, даже картины. Бери, вот что, я посмотрю. Что у нас? Ой, кухонка. Какая чистота. Ты посмотрите. Ничего себе. Мама очень А боится. тут стройка идет, да? О, Илья был на торговце? Ну, ты говоришь, неудобно ходить к нему, да? Ванна, туалет. Уголок. Студент с холодильником. Мы вышли. Вот это все общежитие. Вот это маленькие старинные тоже общежитие. Холодильник есть. Вода есть. Горячая, холодная. Своя ванна. В номере туалет. Ну, в блоке. У них в блоке трехместный номер и двухместный. Вот у них общий коридорчик и ванна-туалет. То есть на 2 комнаты. Кухня общая. Показала там 2 раковины, 2 плитки, 2 стола. А прачечная у них на 17-м, что ли, даже где-то там. Общага есть, общага. Нормальная. Лифты хорошие, новые. Много. Сколько? 3 или 4 лифта, что-то я уже подзабыла. А сейчас мы идем смотреть бизнес-центр Тимирязевский. Его
поставили буквально Или а такой же, как в прошлом году. Или в этом, да, открытие было? Да, я только непонятно, зачем его вообще устроили. То есть функция непонятна. Да. Вот он, бизнес-центр. Вот общежитие. А, нет, у Ильи вот третье. Это тоже все общежитие. И вот Илья говорит, вот это у них, вот, физкультура тут проходит. Прямо вот напротив Тимирязевского центра. А физкультура это только стадион или еще что-то? Ну вот и там бывает просто в зале бегаем, а так да, стадион. А, то есть вот это зал. Все, я вижу зал. Мгм. Вот он зал. У Ильи все корпусы находятся на одной территории, на огромной. Конный центр. Ну, это как бы аграрный университет, и тут очень много, ну, как бы, растения, овощей, вот это все тут картошкой засажено, какое-то вообще там. Ну там, да? Да, у нас полей столько же, сколько территория самого. Тут же семена селекторные, да, производят. Вот там вот все поля, все засаживаются разными растениями. И, кстати, ваши сеянцы можно покупать, они их продают. Да, продукция тоже есть. Да. Я только ни разу не ел, но... Не только картошка, тут сколько деревьев-то. Практика проходит. Так классно. Так, Илья, у нас что ты? Почему ты сейчас еще в Москве? На практике я сейчас, вот у меня получается практика, исследую геологические земли, то есть там камень, щебень, вот, как бы все это изучаем, геологию. То есть у тебя две практики было, да? Да. Первая это... Ну, с нивелиром измеряли расстояние, высоты, вот, точки измеряли, как бы, все вот это для строительства. Сейчас с геологией, как правильно заливать бетон, какой надо фундамент подобрать с высотой какого определенного дома, как сделать так, чтобы не произошел обвал самого дома. Все-таки, ну, строительное все это. Вот так вот. Так, это Тимирязевский пруд. Их там 3 вроде, да, у вас пруда? Я чуть поставил в 3 места, а в этом году решили стричь. Раз пруд, потом там следующий и следующий. А в пруду, наверное, какая практика может быть? Может быть, рыбу какую-нибудь? Да нет, тут рыба, нет, хотя есть, всегда эти рыбаки сидят. Ну вот, может, рыбу выращиваете какие-то Нет, ну я не думаю. ценные. А вот те дальние? Да. Это тоже Тимирязевские общежития для иностранных граждан. Вот это второй учебный корпус. У Ильи там проходит социология. Только социология? Да. Нравится учиться? Ну, конечно, да. Расскажи, как сессию закрыл. Прекрасно, что одни пятерки, одна четверка. Экзамены все 5. Молодец. А 4 это за Геологию. геологию, за зачетное, да? Да, не повезло, одного балла не хватило. Вот учебный корпус. Твой, нет? Да, там вот английский, математика проходит. У меня. Это не такие огромные аудитории, которые ты нам... Там они тоже есть, но как бы тут они, ты видишь, как бы маленький, компактный такой. Как бы там большие есть, да. И прикольно, когда учебный процесс идет, то очень много иностранных, и как будто ты даже не в России, да? Не, просто вот как в фильмах американских, что только дети ходят, ну как подростки, так скажем, и все, а остальных как бы людей нет. Как бы все с порфейчиками там все такое, и как бы тут, ну, такое же. И это прикольно очень. Как бы других людей нет. Нет учебных, может там учебный курс? Вроде как нет. Знаешь, здание, там проводят всякие открытия, так сказать. Дошли до столовой. В прошлом году мы тут тоже обедали. Сейчас время как раз 12:30 где-то, да, время? Да, уже даже почти час. Жри. Как огромно.
все идет. Туда. Успели еще прийти, потому что это такая очередь. Полив деревьев идет вот так вот. Жарко. Это спокойно. Не, давай так. 1905? 1905? Да, 1905. Какой-то в красоту мы приехали. Ой, смотрите. Ой, как красиво. Тут едем в автобусе. Сити. Почти пустой. На М34 мы приехали. Посмотрите, какая высота зданий. С ума сойти. Ой, а тут-то вон, голову, да? Прикинь, там на верхнем этаже в окно смотрели, офигеть. Вообще. А вот стройка, вон она только идет, все огородили. Ой, обалдеть. Идем по улочкам. Взгляд. Вообще, что такое? Гряда многоэтажек. Такие все в одном стиле, да, темные здания. Идет бесконечная стройка. Вон за забором стройка. Все бесконечная стройка. Сюда. Ой. Щет. Это новый дом будет строить. Уже идет. Илья, твоя профессия. Илья, работы тебе будет навалом. Без работы не останешься. Илья у нас учится на строителя. Промышленное и гражданское строительство. Закончил первый курс. И идем в катакомбы, потому что стройка идет везде. Вот такие проходики отделяют с одного туннеля в другой туннель. А это уже заселен, да? Заселен, да? Я что-то не очень вижу. Ой, это будет украшение придомовое, да? Так, куда мы вышли? Речной транспорт. Здравствуйте. Здравствуйте, ссылку надо открыть, пожалуйста. Опоздали, да, идем? Вон, только там. А, нам туда? Ой, какая красота. Это вы ставки тогда фотки делали на этом, наверное? Какое высотное здание. По этому проекту строители строят там все виды работ, начинают сваи, вот это, там трубка свай, записка, фундамент, стены. Это как раз 35. А? Здравствуйте. Илья, мы куда пойдем? Куда? Подойдет. Пока проходите, ожидайте, оплата при посадке на судно будет.
Диванчики, можно посидеть. А, можно даже выйти поближе. Выход на веранду. Это вот речной трамвайчик. Это вообще ласточка. А ты как синичка. Ой, синичка. Начинается посадка на электросудно «Пицца». На посадку проходите к швартовочному месту Е2. А что надо? Что надо сделать, чтобы зайти? Так вот все, нажимает. Давай нажимай. А, все. Я продемонстрирую, что тут можно заряжать вот беспроводной. Несколько магических движений, и все получилось. Так, где мы сейчас стоим? Где мы сейчас Сердце столицы, вся там относительно. На улице 36 градусов. Представляете? Жара какая. Это здание Трампа. Мы не построили, потому что подумали, что это американцы построили. Ну, ассоциировали. Санкт-Петербург, Люблинка. А вот это знаешь, как называется? Или на крайней личности. Как называется, знаешь? Балкончик. Заливают просто бетонную смесь. И заливают. Вот в эти стойки. Видишь, вот эти столбы. Это сваи. Короче, кто-то Это желтый наслаждается архитектурой, а кто-то процессом. Заливают туда. Видишь, папу нашего больше интересует стройка. А, здесь покрытен блок. Так я же с коллегой разговаривал. А мы вот с Аней, наоборот, смотрим, как красиво или некрасиво, да? Я? разбомблена. Видишь, труба идет. Почему вы так говорите? Ну ты мне не говоришь, что туда попал. И мы вот сидим, вот поставим заряжаться телефоны. Туда вот. Очень удобно. Здесь можно и в розетку, и USB. Все входы. Ой, котловка едет. Вот на этом плавали дедушка с бабушкой и Сережей. Помнишь, Нет, там они как сидели? будто там другое. Пицца. Все, идем к Илье на работу. Вернее, провожать Илью до работы. Ой, а там-то стройка, посмотрите. Это что это такое? Берем такси. Яндекс.Гоу.
Ой, Чуть-чуть, да. или это ты высказал? Вот не понимаем, что это за строительство. Что это такое? Не на этой конкретной модели, но на Не, этой ну, марке. На этой марке есть. Это самая маленькая. Можешь повторить, сын кого едет? Си Цзиньпинь. Председатель КНДР. Ничего себе самого. Знаменка. Знаменка 3. Все перекрывают. Наш дядя Вова поработал. А это вот охотный ряд и через те ворота Красная площадь. Вот возле этой башни вечная боль. Большой театр. Гостиница «Метрополь». Она детский мир нашла, нет? А? Детский мир нашла. Не знаю, не спрашивала. С чего? Какая? Это у нас что? А я знаю, что детский. Я просто у нас... Детский это у мир. нас? Написано. А, написано. Это московский. Знакомые не знали, где детский мир. А это у нас что за здание? А это секретное здание, нельзя вступить. Это нельзя. Да. Ой, какая красота. Смотри, 500 рублей. Комфорт. Да? Ну пошли там прогуляемся и заплатим. Давай. Мгм.